Почти с самого начала ислама в рядах последователей посланника Божьего Мухаммеда наметились аскетические настроения, которые еще более усиливались по мере материального обогащения правящей верхушки багдадского халифата. Аскеты уходили от мирской суеты для углубленного изучения священного Корана. В этих кружках аскетов зародился суфизм или тасаввуф – учение о мистическом пути богопознания. В чем его смысл и каково его значение для человеческой цивилизации? Один из ведущих современных исламоведов Александр Кныш писал: в отличие от христианского мистицизма, оттесненного светскими и рационалистическими тенденциями, получившими распространение в Западной Европе в эпоху Просвещения, его мусульманский аналог суфизм сумел сохранить свое влияние на духовную и интеллектуальную жизнь мусульман вплоть до начала 20-го столетия. В чем феномен суфизма, владевшего умами исламского мира на протяжении более чем 1000 лет? Суфизм возник в исторической обстановке эпохи арабских завоеваний и стал своеобразным ответом, с одной стороны, на сухой формализм религиозных предписаний, а с другой – на резкое обмерщение высших слоев мусульманского общества. В результате знаменитых мусульманских завоеваний центры вновь возникшего мусульманской империи, государства превратились в цветущие города. Произошло резкое обогащение мусульманской элиты. Сложился культ потребительства, гедонизма. И среди благочестиво настроенных мусульман, конечно, это все вызывало чувство неприязни, неприятия. Они протестовали против этого резкого обмерщения жизни мусульманской общины, осуждали жизнь мусульманских правителей как то, что не соответствует ранним идеалам мусульманской общины. Указывали на то, что пророк Мухаммад вел скромный, благочестивый образ жизни. Но все же суфизм или исламский мистицизм никогда бы не получил своего развития, не будь для него оснований в Священном Писании. Коран, являющийся, как верят мусульмане, прямой речью Аллаха, объявил любовь космическим принципам, лежащим в основе отношений между Богом и людьми. «О вы, которые уверовали, Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его». Это стало подлинным мировоззренческим переворотом. Жестокие и мстительные семитские божества Баал, Иштар, Саваоф не знали милосердия. Да и в последующей авраамической традиции Бог рисовался скорее карающим, чем всепрощающим. Нужно было исполнить множество предписаний, чтобы добиться его благосклонности. Людьми двигал скорее страх перед карой Божьей, а не любовь к нему. В итоге религия сводилась к механистическому исполнению обрядов. Империя, созданная аммиядами, была расположена на 3 континентах в Азии, Африке и Европе. Однако червоточина нравственного упадка разъедала ислам изнутри. Именно в этот момент угасающий светоч веры был спасен суфизмом, сумевшим одухотворить мертвый канон религии. Суфизм – это альтернатива сухому ригоризму мусульманского закона. Действительно, человек ищет альтернативы просто формальному поклонению, в поисках спасения от таких, может быть, порой и невыносимых социально-политических условий, а также от сухого формализма, исполнения религиозного закона. Они искали отдушину во внутренней жизни, происходила внутренняя миграция, возникала потребность именно в духовной жизни. И суфизм ответил на это, предложив свою альтернативу как бы одухотворения, оживления религиозной жизни. Женщина суфий Рабиа аль-Адавия своей пламенной любовью к Богу озвучила новый императив веры, когда заявила о своем желании сжечь райские кущи дотла и залить водой адское пламя, чтобы никто не служил Всевышнему исключительно ради райских утех или из страха перед адскими муками. Она проповедовала махаббат – любовь к Богу, таваккул – полное упование на милость Божью, и зухд – полное отрешение от всего мирского, что отвлекает от Бога. Когда Рабию спрашивали, почему она ничего не просит у Аллаха лично для себя, она отвечала: «Ведь Он знает мое положение, зачем же я буду напоминать Ему о себе?» Она спала на старой циновке из тростника с кирпичом под головой.
Образ жизни суфиев, их подвижничество будоражили умы современников, служили прямым укором их сибаритству и лицемерию. Именно поэтому суфизм дал мощный импульс исламу, вдохнув в мусульман новое понимание религии. Однако зухт, или, выражаясь в терминах европейской науки, квиетизм, то есть отрешение от мирского, был лишь началом пути. Через этот этап, кстати, прошел сам пророк во время своих долгих уединений в безлюдных местах, пока в пещере Хира на него не снизошло откровение в виде первых аятов коранической суры «Сгусток». Не случайно пророку Мухаммеду приписываются следующие слова: «Тому, кто воздержится от мирского, дунья, 40 дней, Бог устроит в его сердце источники мудрости, хикма, и заставит говорить его язык этой мудростью». Таким образом, результатом напряженного процесса интеллектуального постижения мистического опыта ранних аскетов, захидов, стало рождение доктринального суфизма. Логическим завершением его становления явился труд выдающегося ученого Мухаммеда аль-Газали «Воскрешение наук о вере». Название богословского трактата говорит само за себя. Суфизм рассматривался им в качестве оживляющего средства в отношении умирающих религиозных наук. Не случайно же он свой труд назвал «Возрождение религиозных наук» «Ихья улумуддин». 5 веков прошло после начала распространения ислама, и не случайно вот он назвал свою работу как «Оживление», поскольку ислам переживал нелегкие времена в результате и внешних завоеваний немусульманских стран. Это татаро-монгольское нашествие, это нашествие крестоносцев, это внутренние смуты в арабском халифате. И он считал, что религию нужно дополнить этой живительной силой. А он это видел в суфизме. Мухаммед аль-Газали был богословом и факихом, то есть знатоком мусульманского права. Именно ему принадлежит честь, так сказать, легализации суфизма, выразившаяся в соединении суфийской доктрины и практики с исламским правоверием. Он просто настаивал на чем? На том, чтобы придать эмоционально живую окраску поклонению человеку. Что человек должен ощущать непосредственное присутствие при Боге. Что чисто механическое исполнение религиозных обязанностей убивает религию, омертвляет ислам. И он утверждал о том, что суфийское учение, практика вовсе не противоречит исламу, что он имеет основания в основных источниках ислама, в Коране, в Сунне, и что когда нет живого отношения человека к Богу, чисто механическое поклонение, чисто механическое исполнение религиозных предписаний на самом деле есть вид проявления лицемерия. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали, 1058-1111 годы жизни. Шафиитский факих. Ведущий суннитский мутакалим, богослов Хорасана. В последний период жизни суфий. За свое многотомное сочинение «Воскрешение наук о вере» заслужил титул «Худжат аль-Ислам», то есть «Доказательство ислама». Благодаря своему уму и познаниям в области исламских наук аль-Газали достиг таких степеней материального благополучия, мирской славы и почета со стороны власти придержащей, о которых не могли мечтать другие. Он входил в ближний круг Низам аль-Мулька, визиря сельджукского султана Малик-Шаха. Последний предложил ему даже возглавить богословскую академию в Багдаде. Однако ученый не оправдал надежд султана. В этот период времени аль-Газали переживал приступ скептицизма, за которым последовали духовный кризис и депрессия. Он испытывал, по его словам, презрение к улама, то есть к мусульманским факихам, за то, что свою религию, эрудицию они используют лишь для приобретения всевозможных благ и общественного престижа. И тогда аль-Газали бежал в Сирию, где в течение 10 лет в уединении предавался созерцанию и суфийской практике, очищая зеркало своего сердца от скверны мира сего. И он утверждал, что путь должен быть идти в двух направлениях. С одной стороны, нужно, разумеется, исполнять предписания исламской религии, шариат. Но в то же время он настаивал на том, что исполнение религиозных предписаний должно быть дополнено опытом личностного общения человека с Богом. Не будет такого личностного общения человека с Богом, который предлагает суфизм,
религия просто выливается в сухой формализм. Скептицизм Аль-Газали выразился в критике мусульманских философов-перипатетиков в лице Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Синны, пытавшихся объяснить происхождение мироздания и доказать существование Бога на основе рационального знания и методов античной философии. Перипатетики, последователи Аристотеля. В средние века перипатетизм нашел пристанище на мусульманском Востоке. Наследие Авиценны ибн Синны и Авероэса ибн Рушуда затем было переработано основоположником западноевропейской схоластики Фомой Аквинским. Много веков позднее в своем сочинении «Критика чистого разума» Эммануил Кант также доказал ограниченность возможностей человеческого разума в познании некоторых аспектов бытия, именуемых им вещью в себе, которые нужно принимать априори, то есть на веру. Этим он спас западное христианство от разлагающего воздействия холодного рационализма. То же самое сделал Аль-Газали несколькими столетиями ранее в отношении ислама, когда утверждал превосходство интуитивного знания над рациональным. Духовным органом интуиции суфии считали сердце. Именно поэтому суфийский поэт XIII века Джалал ад-Дин Руми изрек максимум интуитивно-мистического мировосприятия бытия: «Зашей глаза, пусть сердце станет глазом». Один из крупнейших философов XX века, Анри Бергсон, много столетий спустя повторил одно из главных положений суфизма, заявив, что интуиция – это только более высокого рода интеллект. Подобных гениальных прозрений суфизма, предвосхитивших идеи западной философии, немало. Современный исследователь исламского мистицизма Мариетта Степанянц, рассматривая соотношение мысли и интуиции, утверждает, что мысль схватывает реальность по частям, а интуиция в ее целостности. Первая фиксирует внимание на временном аспекте реальности, вторая – на вечном. Причем обе нуждаются друг в друге. Выдающийся персидский поэт-суфи Фарид ад-Дин Аттар сравнил интуитивное знание с птицей, которая безошибочно видит в небе свой бездорожный путь, не сопровождаемый разумом. Именно поэтому другой суфийский поэт Ибн аль-Фарид писал: «Глаза воспримут образ, имя слух, но только дух обнимет цельный дух». Именно этот цельный дух или Бог стал причиной возникновения мира. Согласно священному хадису Кудси, на вопрос пророка Дауда, обращенный к Аллаху, почему он создал мир, Господь ответил: «Я был скрытым сокровищем, и мне было любо быть узнаваемым, поэтому я сотворил мир». Исходя из этого хадиса, суфии трактуют происхождение мира как желание Всевышнего проявить себя в творении. Как в физической теории Большого взрыва мир возникает из одной точки и со временем соберется в нее обратно, так об этом говорит Коран. К нему возвращается все. Манифестация Бога, то есть его переход из состояния чистой потенциальности в состояние феноменальности, вызвана его печалью одиночества. Сотворив мир из самого себя, он созерцает свое отражение. В этом контексте суфизм вновь предвосхитил западную философию, теперь в лице Гегеля. Великий немецкий мыслитель считал, что в основе всего существующего лежит абсолютный дух, которому для самопознания необходимо проявить себя. Его самораскрытием в пространстве является природа, а времени – история. Не случайно в Коране Аллах провозглашает: «Не ради забавы мы создали небеса, землю и то, что между ними. Мы создали их только ради истины». Но если Аллах создал Вселенную из самого себя, то как это согласуется с главным принципом ислама – единобожием или таухидом? Ведь единый Бог не может быть тождественным, множественному, тварному и неподлинному миру вещей. Именно поэтому предыдущая монотеистическая традиция утверждала жесткое разделение и даже противопоставление Бога и физического мира. Подобный дуализм неизбежно приводил к выводу о том, что Бог – это высшая духовная субстанция, а здешний мир – греховная материя. На небе Бог, на земле князь мира сего – дьявол. Традиционно, конечно, в рамках религиозных конфессий, как христианство, иудаизм и отчасти и в исламе, есть традиция представить взаимоотношения между Богом и множественным миром как отношение дихотомии, резкого противостояния, то есть абсолютной несхожести,
между Богом или первоначалом и множественным миром. Отсюда трагическое человеческое ощущение себя как падшего существа, ввергнутого в жестокий грешный мир. А это логически приводит к выводу о бессмысленности земного существования, иллюзорности здешнего мира и ничтожности человеческой жизни. В практической области – к умерщвлению собственной плоти. Но вот миру был явлен Коран. Внесшие коррективы в понимание взаимосвязи между духовной и материальной частями бытия. Говоря об Адаме, Господь говорит ангелам: «Я поставлю на земле наместника». Объявляя человека своим наместником, Он возлагает на него особую миссию. Неужели вы не уразумели, что Аллах подчинил вам то, что на небесах и на земле, и одарил вас своими милостями и явными, и недоступными? Таким образом, человек сам должен путем напряженных духовных поисков догадаться о своей миссии. Согласно Откровению, Аллах является трансцендентным, то есть абсолютно потусторонним, не связанным и не схожим со здешним миром и одновременно имманентным ему, то есть присутствующим в нем. И вот эта двойственность, эта противоречивость коранических высказываний о взаимоотношении Бога с множественным миром, конечно, является одним из стимулов для возникновения мистической традиции в исламе, по крайней мере, онтологическим обоснованием суфийской теории опознания, гносеологии, или так называемое познание Бога, или марифат. Кораническое положение об одновременном отсутствии и присутствии Бога в дольнем мире не было понято ни мусульманскими традиционалистами, ни мусульманскими перипатетиками. Зато стало предметом размышлений для таких суфийских мыслителей, как Ибн Араби. Мухья ад-Дин ибн Араби, 1156-1240 годы. Крупнейший теоретик суфизма, автор концепции о единстве бытия Вахдат аль-Вуджуд. Получил прозвание шейх аль-Акбар, то есть величайший шейх. В Коране прямо утверждается присутствие Бога в дольнем мире. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Ибн Араби в рамках суфизма предложил очень оригинальную идею для решения этой проблемы. А именно, мы можем сказать, что в лице Ибн Араби суфизм предложил философскую инновацию. Отношения между Богом и миром, или между первоначалом и феноменальным миром, надо представлять не как отношения взаимоисключения, а как отношения взаимообусловливания. А именно, что Бог и мир представляют собой условия существования друг друга. Ибн Араби писал, что как влага пропитывает ткань незаметно для зрения, так и Всевышний пронизывает собой мироздание. Тем самым он предвосхитил учение выдающегося голландского философа XVII века Бенедикта Спинозы, считавшего, что в основе развития физического мира лежит божественная субстанция. Однако суфийская концепция Вахдат аль-Вуджуд оказалась гораздо шире пантеизма Спинозы, выразившимся в еретическом обожествлении природы. Бог, согласно Ибн Араби, пронизывает собой все сущее, оставаясь при этом обособленным и самодостаточным, не нуждающимся ни в чем, тождественным только самому себе. Поэт Ибн аль-Фарид так писал на сей счет: «О, Создатель всех форм, что как ветер сквозной, сквозь все формы течет, не застыв ни в одной». Согласно Ибн Араби, Бог манифестирует себя в творении не полностью, утаивая свою подлинную суть, свою самость, которую можно назвать абсолютом или истиной, хакикат. Что же тогда мир? Он всего лишь тень Божья. Творение есть переход из состояния потенциальности в состояние проявленности. Между абсолютом и тварным миром находится средний уровень божественных имен, в котором пребывают духовные прототипы всех физических вещей. Имена, с одной стороны, идентичны именуемому, то есть Богу, а с другой отличаются от него своим конкретным значением. Каждая всего лишь реализует одну из граней абсолюта. Бог существует в своей самости, когда он абсолютно представляет собой чистое бытие, и он является абсолютно чистой трансцендентностью, которая не совпадает с множественным миром. Далее происходит реализация божественных потенций в виде божественных имен, и возникает мир виртуальных развлеченностей,
отношений, который представляет собой так называемых виртуальных двойников конкретных вещей. И уже на третьем этапе эти двойники вещей реализуются в виде конкретных, уже феноменальных явлений нашего множественного мира. Ибн Араби писал: «Бог есть чистый свет, а невозможно есть чистая тьма. Тьма никогда не становится светом, и свет никогда не становится тьмой. Творение же – перешеек между светом и тьмой». Для объяснения этого положения великий мистик прибегает к метафоре тени, отбрасываемой Богом. Мир – это и есть тень Божья, ни свет, ни тьма. Таким образом, с одной стороны, Бог не чужд нашему миру, поскольку конкретные вещи, явления этого мира – это, суть, не что иное, как конкретизация божественной сущности. Но, с другой стороны, нет и буквально совпадения Бога и мира. Все-таки между Богом и миром существует обосредующий мир, а именно мир вот этих виртуальных двойников вещей. И, по крайней мере, вот, концепция Ибн Араби позволила смягчить вот этот дуализм, противопоставление Бога и множественному миру, что характерно для религиозных концепций. Зурванизм – религия доисламского Ирана, а также манихейство, не нашедшее в себе интеллектуальных сил обосновать строгое единобожие и запутавшееся в иллюзиях равновеликости добра и зла, Бога и сатаны сошли на нет. В тяжелом мировоззренческом кризисе пребывает западное христианство. Лишь суфизм смог преодолеть страшное своими последствиями противопоставление Бога и мира и тем самым спас ислам от катастрофы. Потрясающе красивая и тонкая философия суфизма, в частности концепция Ибн Араби «Вахдат аль-Вуджуд» – «Единство бытия», подверглась осуждению со стороны богослова Ибн Таймии и других отцов салафизма. Таки один Ибн Таймия, 1263-1328 годы жизни. Исламский правовед ханбалитского мазхаба. Один из основоположников салафизма, движение за возврат к первоначальному исламу и отказ от нововведений. Вопрос только в том, что считать нововведениями. Салафиты, к примеру, причисляют к ним тасаввуф или суфизм, хотя есть сведения, что захидами, то есть ранними суфиями, были многие сподвижники пророка. Да и сам Коран полон тайн и тонких намеков на скрытый смысл своих аятов. Салафиты же хотят трактовать их буквально, не утруждая себя напряженными интеллектуальными усилиями, которые прилагали суфии на протяжении нескольких столетий. Салафизм завоевал популярность благодаря своему мобилизующему фактору, ставшему необходимым в борьбе мусульманских народов с колониальной системой Запада. В дальнейшем он постепенно стал мейнстримом во многом благодаря общемировой тенденции стандартизации, вызванной процессами индустриализации, распада традиционного уклада жизни. Ну, конечно, с точки зрения их тезиса о том, что надо возвращаться к простоте жизни первых мусульман, жизнь которых регулировалась только подписанием Корана и Сунны, то во многом их вот этот тезис, он совпадает вот с нынешним состоянием глобализирующегося мира. То есть когда местные религиозно-правовые традиции уходят в прошлое. Таким образом, салафизм транснационален. Он требует отрыва от местной почвы, культуры и национальности, хотя в Коране прямо говорится. И еще из его знамений – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов кожи. Воистину в этом знамение для тех, кто обладает знанием. Но каково же будущее суфизма? Займет ли он вновь ведущее положение, как это было прежде? Или же его время безвозвратно ушло в прошлое? Мир становится плюральным, многообразным. Суфийская традиция вряд ли умрет, но она просто превратится в одну из таких вот интеллектуальных, что ли, традиций, которые будут вызывать интерес у некоторых людей, которые испытывают потребность в каких-то, в чтении литературы мистического толка. Идеи, скажем, из суфийской традиции будут вдохновлять литераторов, поэтов, особенно в тех странах, где суфизм повлиял на становление национальных культур, как, скажем, как вот в Башкирии, Татарстане, Казахстане, особенно в Средней Азии, не говоря, конечно, об Иране, арабских странах. В сужении сферы влияния суфизма нет ничего ужасного.
Возможно, он станет элитарным направлением мусульманской мысли, ведь выработка смыслов всегда была уделом избранных. Суфийское мироощущение, основанное на последнем откровении, заключенном в Коране, может дать миру новое понимание исторического процесса и конечных целей человечества. Упоминавшейся выше исследовательница исламского мистицизма Мариэтте Степанянц принадлежат следующие слова. Основная цель Корана – пробудить в человеке высокое осознание его многосторонних связей с Богом и универсумом. И далее. Знание – вот что устанавливает эти связи. Но ведь такая задача под силу только суфизму с его вечным стремлением к магрифату, то есть богопознанию. Следовательно, суфизм, возможно, еще скажет свое веское слово о смысле мира.